Передаем экстренное сообщение. В ночь с 13 на 14 августа механизированный батальон грузинской армии в количестве 1000 человек на 5 танках, вертолете с 10 пушками пересекли границу Грузии и вошли на территорию Абхазии. С утра 14 августа под полный контроль грузинских бойцов взят Гальский район. Бойцы стремительно продвигаются к столице республики Абхазия Сухуми. В заложники взят глава администрации Ачимчирского района Михаил Гургулья. В связи с вводом вооруженных формирований Госсовета Грузии на территорию республики и возникшей реальной угрозы суверенитету республики Абхазия, жизни населения, Президиум Верховного Совета Республики Абхазия постановляет: первое. Провести мобилизацию взрослого населения в Абхазии от 18 до 40 лет включительно и направить его в полк внутренних войск. Второе. Командиру полка внутренних войск формировать на базе полка 5 батальонов по 500 человек каждый. Председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзенба, город Сухуми, 14 августа. 14 часов 45 минут. Мы находимся у подъезда к полку, к территории полка внутренних войск Абхазии. В данный момент проведена мобилизация всего гражданского населения в Республике Абхазии. Проводится. Лично прибывает в полк, где формируются на отряды, группы и выделяется для перекрытия святых рубежей Республики Абхазии. وجرق أيش خسر كيرل جرنيقب يجبود أو بسرة خلقت المكشيل خز يحرق جرتبج أبشيت شرشان أنا خاطر أشوف رسمة. ريتبك خاجي جوت أكتوار يرتو أي بشيء حاربلان جو يوم نجزارك تايبة يبجرن يقول تخوي بيزم تحاج في الويبش أي بش زقيت زامزة جونا بالويد راب خدي أخشام هرتتخم تكوخي أحتز أقنراب خدتي أيدستر هو أخقل حي بشيشة يرتو أقوال ترانسبورتور كروات أراق يبلن Я видел со своего окна, вот здесь я на Октябрьской живу, пусть весь город, я сухумчанин, я в городе Сухуми вырос. У меня фамилия Бжаня, Валерий меня зовут, меня все здесь знают. И 4 залповых огня дал в ту сторону моста. Зачем они нам здесь нужны, эти войска? На пляже вот я была, пошла с ребенком, и там вертолет пролетел, прокружил вот так вот, и были выстрелы. Ну, правда, прямо в этот самый, как в море. Я испугалась за своего ребенка, я говорю: Афиночка, пошли, я говорю, все, мы бежали. А где это? С вертолета прямо по пляжу. Да, по пляжу прямо вот так вот. Так, пошли все. Наверх, сейчас поднимись. Они вышли оттуда? Они не вышли? Они там уже на улице стояли. Они на улице стояли. Машина подъехала. Пушку разворачивали. Сюда. ساعات جميت كاغو بخبرزان وجي جميت خبرخ وسوان وبرينا خلاص جميت كترد طنق بح فيش وجي وقت يعني حقلت يعود يعوا براس حقلنا حبست نصح كلو بزكي الشارع ريق شي زخوم مش زخوم مجانا ريق حماجو بدار زمان كماندير دوب عرشبه وبريب حبس حمو يحب يقحصه
Радонец, бензин, хлой завод. Какой толк, что здесь перед оружие? Ты тоже здоровый. Ты тоже мог записать. Агрессия вооруженных сил Госсовета сняли демократическую маску с нынешних лидеров Грузии и показали истинные намерения по отношению к Абхазии. С нами хотят говорить только на языке пушек и автоматов. В этот трудный для нашей Родины час я обращаюсь к каждому ее гражданину, какой бы он национальности ни был, встаньте на защиту Абхазии. В таком единстве мы непобедимы. Записываем этот репортаж в здании Совета министров Абхазии. Сейчас без 10:02. Здесь в кабинете первого заместителя Сергея Бгапча начались переговоры. По утренней информации стало известно, что несмотря на достигнутые прошедшей ночью договоренности между руководством Республики Абхазия и Госсоветом Грузии, грузинские вооруженные группировки нарушают принятые условия. С ночи на утро Тхвачерская дорога блокирована войсками Госсовета. Убиты директор Арасадзихской средней школы Гогия и Нарсия. Перестрелка продолжается всю ночь. Связи с Тхвачели нет. Посты на центральной трассе в Ачамчирском районе контролируются войсками Госсовета. В районе ночью совершены массовые грабежи на железной дороге. Около 7 часов утра в сторону Сухума проехало 18 танков. Продвигаясь по трассе Ачамчирского района, грузинские боевики из 18 танков открыли огонь по мирному сельскому населению. И без него никуда не уходите. Там находиться. Стрельба, не стрельба, там сидеть. Вы поняли меня? Потому что можем друг друга Или они, или мы. Хватит, у нас кровь пили. نورك بقتالها درشيدرا اما سايشز بس درشيدرا أخا ده كم تقرطيت وحي لقوقرة يجي خرج أريز ما هو أنزكم قرخ رخ أشكى جنا أريز كتوي في ويب جني بخ بكاجين يخلص الزلط هو دي درج دم خوا جرفشي ترت كروما ترت كروما ربزة أجير خمي خي خوا ريرتك درر رفت رجت زجي خخ Власти Тбилиси предпринимают шаги, ведущие к информационной блокаде Абхазии. 15 числа поступила телефонограмма такого содержания. Без ведома ТПУ-24 Русадзе. Никому выход на Москву не предоставлять. Подписал Русадзе. يخا درر خطوش تختدر جريني قن حرجة راح عنقلنا أخيس راح قطرنا حقن أخاوس قرمزيد درا تان كرمنياين ابنا أنا أخي تصارخ يتصاه يخيسوا بس بروفوكاسي كويرتو بيونك ربلي دسوينك جربلي ناس حرجة تقرحت وجيخ انتو تكنيكال برات حييك انكلرو يا أنا حم كوريزماحت يا أنا حكوا حيبتهم حيبتهم روبرت там цох что мы хотим.
Если бы организованы было бы, можно было перебить всех. وجزء يقو بريوب تلا يتشاجي أي حبرة يقولن يقوب مخصوة حرجع مخصوة وش حبسنا حزقوا بريزوب وبيبقاش يلا باخو جايرن يقوب درجة نقطي جايرن يقوب بيبلو بريوب يقوجا. Спрашивают, они сейчас запрашивают, а у меня этот аккумулятор на передачу всех. Где подъехала ли правительственная делегация, что товарищи запрашивают, и где их можно... август жафу помчеша аши саат биш берзаху бартакадерко антахо يتس أي حبرة نقاق أي كشعة تربجار تزيبزورنا وش حقق قلو أقواك لك أتحق بشة أقنا نقاق يتشغل أرختكوا يدقو Машину тоже не надо было убирать, они где-то сидят местные перехуевые. Огонь, Хума! Так, приготовились? Раз, два, три! Нормально? Значит так, от снайпера нас прикрывайте, пошли. Давайте, не бойся. Прикрывайте нас. Давай. خب حسود بیچ کنی زیگاب هر هم در قاضم زشتا وصل يا رب ساعتك شو Задний ход не дадим. زواب شو يدر قاضم يبساد قلق جلسة. Наши войска занимают прежние позиции. Вот. Ведут сейчас совершенственно, инженерным совершенствованием рубежи. Гагри наши держат сейчас оборону по реке Бзиби. Вот. И они надежно держат. Мы все-таки думаем, что они это не допустят туда-сюда. На помощь, я вас очень прошу, кто смелый, настоящий командир, который беспрекословно не подчиняется. Крупно прямо, давай. Ну, оттуда же ждут, а стояли. Ущелье вот это. Вчера сзади надо обойти их, бить их надо, и все, больше других дел. В связи с критической обстановкой в оккупированной столице Абхазии для оказания возможной помощи городскому населению, решения некоторых жизненно важных проблем города, для руководства и участия в освобождении заложников и пленных граждан Абхазии по распоряжению председателя Верховного Совета Республики Абхазия Владислава Арзенба в столицу направлены первый заместитель председателя Совета Министров Республики Абхазия Сергей Багапш и заместитель председателя Совета Министров Абхазии Сураб Лабахова. Мы прежде всего обязаны обеспечить спокойный вывоз отдыхающих из России назад к месту проживания и максимально защитить людей здесь всех, независимо от их национальности. Указ президента Конфедерации и представителя парламента Конфедерации горских народов Кавказа в связи с тем, что
Все меры, принятые Конфедерацией для мирного решения вопросов по выводу оккупационных сил Грузии с территории Абхазии и во исполнение постановлений 10-й сессии парламента Конфедерации горских народов Кавказа указываем. Первое. Всем штабам Конфедерации обеспечить переброску добровольцев на территорию Абхазии для вооруженного отпора агрессору. Второе. Всем вооруженным формированиям Конфедерации при противодействии им каких-либо сил вступать и пробиваться на территорию Абхазии любыми методами. Третье. Объявить Тбилиси зоной бедствия, при этом использовать все методы, включая террористические акты. Четвертое. Объявить всех лиц грузинской национальности на территории Конфедерации заложниками. Пятое. Задержать все грузы, предназначенные Грузии, всех видов перевозок. Председатель парламента Конфедерации горских народов Кавказа Сосланбеков, 21 августа 1992 года. Над грозным городом раскаты гуляет буря между скал. Мы заряжаем автоматы и переходим перевал. В стране, где зверствуют бандиты, горит свободная земля. Приходят мстители джигиты тропой Мансура Шамиля. Как вы добирались? Трудно это было? Ну, как сказать, для мужчин это трудностей нету. Что, как сказать, мы шли на помощь своему братскому народу. Сколько дней? Мы, если честно, наша группа, которая выехала, мы 6 суток добирались сюда. Сейчас надо каждому встать, взять в руки оружие, защитить нашу Родину. Другого выхода у нас нету. Или мы здесь все положим головы, или же мы отстоим нашу Родину. Здравствуйте, дорогие товарищи. Как вы знаете, с сегодняшнего дня я назначен командующим частей формирования правительственных войск Республики Грузии, которые находятся в регионе Абхазии. Первое, что грузинская сторона лично мне поручила Государственный совет по главе Эдуарда Шеварднадзе, чтобы любыми путями добиться мирного урегулирования в регионе. Любыми путями. Но я могу сразу заверить, особенно сторонникам господина Ардзимба, особенно сепаратистам, которые под именем какого-то горного союза и так далее хотят здесь мирных жителей побеспокоить и напугать. Я хочу сразу предупредить, что мы не испугливых, и все приезжие, по нашим данным, уже есть такие гости, которые летом захотели отдохнуть на море Грузии, найдут здесь братскую могилу. Все жители, проживающие в Грузии, кто встретит правительственные войска с оружием,
для них будет распространено этот приказ, что пленных не брать. А все жители, мирные жители, которые заинтересованы в единстве и целостности, государственности Грузии, тоже мы вручаемся и берем на себя ответственность, что будут неприкосновенны. Я могу сразу заверить этим сепаратистам, что если в численности погибнет 100 тысяч грузинов, то из ваших погибнет все 97 тысяч. Итак, о положении в Абхазии. Вчера из Сочи было получено обнадеживающее сообщение о том, что в результате трехсторонней встречи делегаций Грузии, Абхазии и России была достигнута договоренность о прекращении всех боевых действий на территории Абхазии с 31 августа, то есть с завтрашнего дня, точнее с этой полуночи, до которой осталось всего несколько часов. Но информация внушает сомнение в том, что эти достигнутые договоренности будут выполняться. По сообщению ИТАР-ТАСС, вооруженное столкновение произошло сегодня в районе города Гагра. По другим сведениям, полученным нами из Верховного Совета Абхазии, Гагарская и Сухумская группировки войск Госсовета Грузии атаковали сегодня позиции сил самообороны Абхазии в направлении Гудаута. Это, повторяю, последнее сообщение. О том, как развивалась ситуация в Абхазии в предыдущие дни, рассказывают наши специальные корреспонденты Итибар Джафаров и Сергей Покрышкин, которые на этой неделе работали в зоне конфликта. Обстановка в Сухуми, несмотря на относительное затишье, остается тревожной. Ночные набеги сил Конфедерации горских народов и снайперы абхазцев делают все возможное для дестабилизации обстановки в городе. На территории санатория Министерства воздушной обороны России снайпером было убито 2 отдыхающих. В результате нападения на железнодорожный вокзал диверсионной группой было убито 2 кабардинцев, взято в плен 2 адыгейцев и 3 чеченцев. Убит 1 грузинский гвардеец. В эту же ночь была задержана диверсионная группа абхазцев из 36 человек. Сюда едете, ребята! На прямой! Основные боевые действия разворачиваются в районах Эшера, Ачадара и Шрома, где силами грузинской авиации уничтожаются огневые точки абхазских вооруженных формирований. В Сухуми прибыл заместитель председателя Государственного совета Грузии Джаба и Асильяни, который во время пресс-конференции заявил, что если даже во время переговоров будут появляться боевики сил конфедерации, они будут уничтожаться без особой жалости, как наемники. В тревожной ситуации оказались и части войск СНГ, которые нередко подвергаются обстрелам. На территории воздушно-штурмового был уничтожен склад ГСМ. Тем не менее, войска СНГ продолжают сохранять вооруженный нейтралитет. Об идеальной дисциплинированности грузинских войск говорить трудно. Имеют место бравирование оружием и пустая стрельба в ворон, мародерство и не всегда уважительное отношение к гражданам. Несмотря на попытки навести порядок, мирные жители, обеспокоенные возможностью дальнейшего развития событий, город. В Сухумском порту сутками простаивают сотни людей, отбывающие в Сочи в качестве беженцев. В связи с этим решением городских властей города Сочи принято решение всех беженцев отправлять в город Новороссийск. Незадолго до ввода войск Госсовета в Абхазию Закавказский округ передал Грузии значительное количество военной техники, в частности танки и боевые вертолеты. У сторонников силовых решений Тбилиси появилась возможность эффектно покончить со сложнейшей абхазской проблемой. Обман теперь зашли туда, все ограбили. Под автомат 9 человек нам, куда деваться? Вы как думаете, если у вас домой зайдут, что? До трусов, до отвезли, больше что? Свидетельство о том, как солдаты войск Госсовета грабят жителей Сухуми, окрестных сел, просто застигнутых войну в Абхазии, теперь уже вполне достаточно, чтобы судить, насколько командование грузинских войск способно контролировать своих подчиненных. С другой стороны, неясно, насколько сам Госсовет контролирует своих военачальников в Абхазии. В начале этой недели командующий частями Госсовета Гия Каркарашвили предъявил ультиматум абхазским властям. Позже Госсовет дал понять, что это самодеятельность молодого вспыльчивого полковника Каркарашвили. Тем не менее, он оставлен на своей должности. Войска по-прежнему постоянно обстреливают не только абхазских ополченцев, но и большое село Эшеры. Здесь уже разрушено около 30 домов. Уже есть погибшие и раненые.
Жители, кстати, и грузины тоже прячутся от обстрелов в российской воинской части. Но и в ней находиться небезопасно. Сюда тоже довольно часто залетают снаряды. В среду вертолет обстрелял российское судно на подводных крыльях. Никакие другие вертолеты, кроме грузинских, в боевых действиях участия не принимают. Это, конечно, ужасно, видя столько пролитой крови. Не помочь, это будет просто, не знаю, ведь тут не только, да не то, что сейчас разделять нацию ни в коем случае нельзя, что это там абхазцы, это кто-то. Это народ, который надо защитить, и все, я так считаю. И в Абхазии, и на Северном Кавказе люди не в состоянии понять, почему Россия ведет себя так робко. Здесь все уверены, даже намек на серьезные санкции в отношении Грузии сделает главное, остановит гибель людей, но нет. В то же время быстро растет популярность идеи конфедерации горских народов, отряды которые участвуют в защите Абхазии. Действия конфедерации сейчас вполне укладываются в представление обычных людей о справедливости. Результаты могут быть самые непредсказуемые. Конфедерация горских народов – движение неоднородное. В нем есть течение, которое довольно откровенно выступает за обособление Северного Кавказа и создание самостоятельного государства. Благодаря нерешительности Москвы в абхазском вопросе это течение может получить уникальный шанс для пропаганды своих идей. Положение России, ее позиция, роль в этом конфликте как никогда двусмысленны. Она естественный посредник в конфликте, и она же действующее лицо. Она не может поддержать Абхазию, поскольку это создает опасный прецедент для ее собственной территориальной целостности, и она не может, для нее чрезвычайно опасно вступать в конфронтацию с блоком абхазо-северо-осетинских сил. Ведь Северный Кавказ – это ахиллесова пята России. Мне представляется слишком запоздалым заявление Ельцина о необходимости выступления России в роли посредника в этом конфликте. Ведь это заявление последовало после того, как горские народы уже вовлекли Россию в прямой конфликт, и Россия де-факто оказалась вовлеченной в эту войну. Абхазский конфликт – это расплата за односторонние действия, в результате которых большинство республик, в том числе и Грузия, получили свою независимость. А ведь мы живем в условиях не правового, а сугубо прецедентного сознания. Если можно вам, значит можно нам. Первым шагом к урегулированию должна быть ликвидация основного дестабилизирующего фактора, а именно присутствие грузинских войск и северокавказских добровольцев в Абхазии. После этого возможно приступить к взаимосвязанному урегулированию двух конфликтов, которые существуют сейчас в Абхазии, а именно конституционного конфликта между Республикой Грузия и Республикой Абхазия, и этнических и межобщинных противоречий в самой Абхазии. Представляется, что ясно выраженное стремление обеих сторон к объединению в рамках единой федерации может стать стержневой идеей, вокруг которой наступит и примирение национальных общин в самой Абхазии, и установление мира между двумя государствами, Республикой Абхазия и Республикой Грузия. Грузинские военные группировки в Сухом Лагре именно 30 августа начали продолжающиеся до сих пор боевые действия в направлении города Гудаута, где находится сейчас парламент Абхазии. Вперед туда и рассредоточиться. Раз, два, три, налево, да? За бугор вниз. Бегом. Марш! 20 метров. И ни шагу назад. Вот. А? Где? Давайте. Вам нельзя здесь находиться, давайте. Славик! Я иду, ёбаный в рот. Быстро. Сука, блядь. А видишь, что ёбаный, все надо ставить. А там, который не взорвался, тоже...
Им оружие дурит, а нам ни один танк не дурит. И это Россия. В Ачимчирском районе, территория, оккупированная войсками Госсовета Грузии, грузинскими боевиками проводятся террористические акты против мирного населения. Помогите, товарищи, братья, помогите. Вот что делают эти. Немцы не делают, кто это, что они делают. Твой дом, да? Твой дом. В 15:30 президент Антелии состоялось совместное пленарное заседание. Открывая его, Борис Ельцин сказал: «Если мы сегодня не договоримся, то может возникнуть большой пожар. Мы готовы содействовать, помогать, быть посредниками, чтобы мы сегодня вместе договорились». Он также подчеркнул необходимость установления федеративных связей между Грузией и Абхазией. До перерыва президент России, а также руководители республик Северного Кавказа полностью поддерживали позицию Абхазии о выводе войск Госсовета Грузии. Владислав Ардземба неоднократно подчеркивал, что без вывода войск Госсовета конфликт не разрешится. Против этого выступила грузинская делегация. Ельцин же настаивал, необходимо найти формулу вывода войск, вошедших в Абхазию. При этом, обращаясь к Шеварднадзе, он сказал: «Если сегодня нам не принять такой путь, то мира мы не достигнем». Наступил какой-то перелом, и действительно делегация Абхазии поняла, что уходить с такой нашей встречи ни с чем это невозможно. И она пошла на подписание. Но я должен сказать, что прежде всего, что я тоже подписал этот документ, подписал его в силу того обстоятельства, что на территории Абхазии осуществляется абхазского народа, изгоняются оттуда десятки тысяч людей, русских, армян, произведены огромные разрушения на территории республики. Это колоссальный ущерб. И мы стоим перед лицом того, что наш народ будет, может быть, полностью в силу того и соотношения сил, и тех средств, которые используются по отношению к этому народу. И сейчас, коль есть возможность в какой-то мере не допустить дальнейшего кровопролития, и появилась такая возможность, я тоже подписал этот документ, хотя отдаю себе отчет в том, какие значительные подводные камни есть под всем этим документом, что, в принципе, может привести к серьезным последствиям. Но я здесь надеюсь, очень надеюсь и на позицию Бориса Николаевича Ельцина, на позицию руководителей республик, которые твердо заявили, что в этой очень сложной ситуации, и материальной, и другой, они окажут всяческую поддержку и не допустят ни истребления абхазского народа, ни дальнейшего попрания прав человека в Абхазии. Аконтовишсао. Убрашилы базу вред пашал чуястахана. Штан знамшкызна мчик халар ин ирбар وجواس حقوش وزي تبقنا ويبار في قبضة جيقو.
أخوشكو حاجة خانة بدفالة خاختي تخوشكو رجرا يريان الجرا دخدي بشي برخوزة بريجلن صومو هتس بساعة براسي نون هتخ تشبح شو برش ميات كده زنالش دي عاوز بس هاخد حاز أشمتنا سوق بداركو السايقس زيجي خاسيرمو تقرشاو ايغو ايقو ارتكت قرشو تقلو زاشي زيبشو مش تحزت فيك حام هالجي حشرو غنا حاب خار حمزم. Ребята иногда с нами вот в бой ходят даже с голыми руками. Убил врага. Он, если смог, взял. Это факты. С кочергой на танках, это правильно тогда вот говорили до этого, с начала войны, вот когда были еще и в Гудаутах войны. Здесь не так, здесь в основном принцип войны. Но лично мое мнение, здесь когда убивают, грабят, надо их бить. Бить и не жалеть. Нас тоже снимите. А мира не хотите? Хотим. Хотим, конечно. Хотим. Мы конфеты хотим. А я шоколад хочу с мороженым. Что? Шоколад с мороженым. Я понимаю такое положение. Сейчас у нас трудно, все понимаю. Ну как-то облегчите нашу участь, чтобы мы не умерли. Бесплатно вам дадут по 8 качанов каждому. А если у меня 6 кубиков? Ну что, я не напишу, поймите. А если я останусь Будет, подойдите. Подойдите. Мы здесь группа народных депутатов России, нас 5 человек, мы здесь уже находимся 5-й день. Итоговый документ на сегодня выполняется половинчато. Не выполняет, что ли, соглашение, по-моему, та сторона, оттуда идет стрельба. Он прямо выехал, четко выехал. Дай его. Подожди, отстреляйся. Не стреляйся. Тихо, не надо. Не стреляйся. Не надо. Он стреляет, подожди. Вот БМП прямо на позиции делает. Непрекращающиеся перестрелки в пригороде Гагр, партизанская война в Очимчирском районе, обстрел вертолета Госсовета города Парчели сопровождались на этой неделе несколькими раундами переговоров трехсторонней комиссии по выполнению решений, принятых на встрече в Москве. Россия выступала на этих переговорах в роли миротворца и посредника. И хотя переговоры шли, практических шагов к прекращению войны сделано не было как с грузинской, так и с абхазской стороны. Слишком непримиримы были их позиции. Каждая из сторон настаивала на своем. Абхазы требуют вывода со своей территории войск Госсовета, и доводы их в принципе понятны. Грузинская в свою очередь поставила ультиматум в 10-дневный срок вывести из Абхазии все формирования наемников Конфедерации горских народов Кавказа. И вот здесь хотелось бы остановиться на нескольких подробностях, которые многие почему-то пытаются не замечать. Абхазская сторона подчеркивает, что формирований конфедерации на ее территории нет. Есть сводные отряды, состоящие из представителей разных народов. Кроме этого... Я должен отметить, в частности, в заявлении Президиума Верховного Совета Российской Федерации, они названы добровольцами. И действительно их действия подпадают под положение Гаагской конвенции 1907 года, в которой речь идет как раз о добровольцах. И участницей вот этой конвенции является и Россия. Но Россия в свое время, судив ввода войск Госсовета на территорию Абхазии, в свою очередь расценила призыв лидеров Конфедерации горских народов к защите своих кровных братьев как противозаконный. При этом не замечая, правда, что на абхазской стороне сейчас северокавказцев воюет большое количество русских, в том числе казаков и приднестровцев. Никто из нас денег все не получает. Приехали все сюда по доброй воле. Ни один, нам даже, я уже сказал, говорю, даже сигарет взять не на что, у нас денег, как сказать, если мы воровали, там что у нас были бы деньги. Люди нас встречают. Каждый, говорю, последний кусок хлеба свой отдает нам, и мы едим. Как этих людей не защитить?
Получение денег за свою, если можно выразиться, работу отрицали все, с кем бы нам не приходилось разговаривать. Чеченцы, дагестанцы. Мы воюем за слабого и против несправедливости, говорили нам они. О численности добровольцев слухи ходят самые разные. Называют цифру до 7000. Человек о себе никогда плохого не скажет, правильно? Пускай лучше местное население скажет о нас. Кто мы такие, чем мы занимаемся и что мы за люди. Это, по-моему, будет лучший ответ, чем мой, правильно? На самом деле, опрос, который удалось провести среди мирного населения, подтвердил, что отношение к чеченцам, а так здесь принято называть всех добровольцев Северного Кавказа, черкесов и адыгов, довольно миролюбивые. Эксцессы, правда, как и на любой войне, случаются, но к мародерам применяются самые суровые меры, вплоть до расстрела. Такие случаи уже известны. Итак, на этой неделе на грузино-абхазском фронте, в отличие от фронта политического, было, можно сказать, затишье. Впрочем, 10-дневный срок ультиматума истекает в середине следующей недели. Многие задают себе вопрос, что будет тогда? Возможно ли дальнейшее продвижение в мирном решении конфликта? Возможен ли вывод войск Госсовета из Абхазии и добровольцев конфедерации? Как грузины отсюда уйдут, как здесь будет порядок, полностью законная власть станет на свое место, как структура полностью правоохранительные органы станут, тогда мы отсюда уйдем. Нам здесь больше делать нечего. Мы будем только сюда приезжать отдыхать и в гости. А больше нам здесь делать нечего. Сегодня, 24 сентября, в 16 часов начинается закрытое заседание сессии Российской Федерации. По повестке дня предусмотрено обсуждение вопроса о ситуации на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии. Принято, значит, решение, чтобы потребовать от Госсовета Грузии вывод войск всех. Предлагается, значит, президенту немедленно прекратить передачу вооружений, боевой техники и так далее, имущества Грузии. Предлагает президенту немедленно, значит, приостановить заключение всяких экономических договоров с Грузией. Было принято обращение съезда к президенту Российской Федерации, к Верховному Совету Российской Федерации. В частности, в декларации заявлено о необходимости денонсирования федеративного договора России как несоответствующего национальным интересам народов Северного Кавказа. Рекомендовать съездам и общественным движениям народов, входящим в состав конфедерации, добиваться от руководства республики ускорения реализации права нации на самоопределение и достижения реальной независимости. Заключение межгосударственного договора о политическом сотрудничестве республик Северного Кавказа, Абхазии и Южной Осетии и принятие декларации о начале процесса создания конфедеративного союза этих республик. Признание независимости Чечении, Абхазии и Южной Осетии. Создание совместных сил региональной безопасности, обратиться к национальным с предложением принять меры по социальной защите семей погибших в Абхазии, а также всех добровольцев. На съезде также было принято заявление о продолжающейся агрессии Госсовета Грузии против Республики Абхазия. Принято постановление об учреждении высокого персонального звания Герой Кавказа. Званию Герой Кавказа будут удостоены лица, проявившие героический подвиг во имя свободы и независимости Кавказа. Первыми звания Героев Кавказа были удостоены добровольцы, отдавшие свою жизнь за свободу Азии. Грузинская сторона в очередной раз нарушила соглашение о перемирии в направлении Гагра-Бзып. Здесь около 6 часов шли ожесточенные бои. Отбив атаку войск Госсовета, отряды Народного ополчения Абхазии предприняли контратаку. В результате боев произошли позиционные изменения.
Пидорас там не один, похуя, блядь. Сзади, я тебя где-то в этом месте стою. Да, скинулся, давай, лупи, поехали, давай. Козёльчик ты нам! На живца. Да, но он один раз уже поймал. Вот, поставьте его туда. Для базы. Местная грузинско-абхазская дивизия здесь стоит. Ай, контролирует. Аинтернационалтә аибашьцәа хацәынмырха ампыҵахалаҩ иахьиҿагылаз иаадырԥшхьоу аибашьратә қәҿиарақәа ирыбзоураны иахьа иалыршахеит аԥсуаа актәи адунеи зегьтәи рконгресс аусура аларгара. Аибашьра аамҭа ҳашҭагылоугьы зҭаз зегьы аконгресс ахь имҩаԥысуа лыхнашҭа иаҭааит. Ара иҟоуп Ҭырқәтәылантә, Сириантә, Англиантә, Иорданиантә, Голландиантә, Американтә, Нхыҵ-Кавказантә, Баҭымынтә, Москвантә уҳәа аԥсуаа рхаҭарнакцәа. Иахьа аԥсуаа идызкыло рдацԥашә рыԥсадгьыл ашәарҭара ианҭагылоу аамҭаз аԥсуаа актәи адунеи зегьтәи рконгресс иакәшаз ҵаатәқәа маҷӡам. Аԥсуа ҳәынҭқарра ишыжәдыруа еиԥш зқьҩышә шықәса инархыҳәҳәо иахыҵуан.
Хара Мафирла, Ма Хкалана, Кавказ, Хакнам Галазы. Харай Хамуб, Торых, Псадгел, Урцигераб, Яха Ага Дашту, Хара Хармчква, Ага Псны, Ялцара, Ялагай. Ацухтан Пямшко, Ирылагдзена, Амрартафярах Пиапсны, Ахыяквиту. Ариакырз Цаско, Яйру, Згуяна год, Таурух Адака Корчо, Чуцна, Язарто Ахтыско и Рулкупха. Хартапсуа, Аджуиту Хаштам, Хара Аджги Хикумлейт. Из Кулас Харахауп, Адунезиги Ачо, Ейпш Харги Азин Хамуп, Хапсадгилей, Ахакуйтрей Рз Акпара. Хара Хзиштоу, Анчаду, Яхапейшез, Уй, Хнапы Яница Зауп. Усанакха, Хара Яйрах Гойт, Побризиги Агуравшгарц. Зыки жиши пшини жижая шукса, Абцарамза бжба абарзы, Лыхнакытын, Хара, Апсуа базажлар хатарнакча, Имепаагет Рапхадзитви Адунезекви Апсуа базар конгресс, Яги Хадахкл Абри декларация. Рапхадзакна Хайзет, Яхах Таурух Садгилача. Хайзет Хара Гухраку Хамана, Апсны, Кавказ, Адунейкунхо Ажлар Козаги, Абзири Бари Атыншри Рзехшу. Ахчапхи Кугуло Атаурух Цаква Ирвакуб Хажлар Рейдл Варазцара. Харайбзиет за неадырует Арезцара Ацбара Уси Шимарьям, Уяма Окомацамаха. Аха Харги Вахада Чемюк Хамадзам. Юкам да Чатыпуги Хара Хайдылар Ахалшо, Таурух Псадгила Канада. Апсуа Базажлар Диаспора Таурух Псадгилах Рхнхра, Мчила и Халарги Хтахым. Харамчила Хапсадгил Хахган, Ахаяхтаху Парах Хахнхра, Хала, а цивилизация Уажлара и Шапну Абкарака и Рукршина. А Гургана Хако Перубасги, Арьявус и Шахацгуло, а Республика Псней Хабыра, Харах диаспора Зланхо Агирт Атуллоко Хабыраке. Абрия декларацияла Хара, Акпи Адунизекпи Апсуа Базар Конгресс Ялахоза делегация и Харцар Другит Хажлар Яха Изхаава Уртур Турух Мчха. А Республика Псны Лохнакыта Абцам Зааба Зикишипшини Жижая Шукса. Постановление Президиума Верховного Совета Республики Абхазия о создании Министерства обороны Республики Абхазия. В целях обеспечения обороны и государственной безопасности Республики Абхазия и в связи с агрессией войск Госсовета Грузии Президиум Верховного Совета Республики Абхазия постановляет образовать Министерство обороны Республики Абхазия, назначить исполняющим обязанности министра обороны Республики Абхазия полковника Аршба Владимира Георгиевича, назначить первым заместителем обороны, начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия полковника Сосналиева Султана Асланбековича, председатель Верховного Совета Республики Абхазия Арзенба, города Гудаута, 11 октября 1992 года. Так, потом с колена. Так, от народа отвернись. Так, так, Геймов на специализм. Далее! Вот! Правое плечо маш. Кто принимает присягу торжественно клянусь быть дисциплинированным, храбрым, служить своей родине Абхазии, беспрекословно выполнять все приказы командиров и начальников. Строго хранить военную государственную тайну, всемирно беречь военное и народное имущество, до последней капли крови, и щадя своей жизни, защищать свое отечество. Если же я нарушу мою клятву, то пусть меня постигнет суровая кара, всеобщая ненависть и презрение народа Абхазии. Прошло 3 месяца с начала войны в Абхазии. Ее итоги для Тбилиси довольно мрачные. После операции в августе, когда грузинские части взяли под свой контроль больше половины территории Абхазии, им не удалось добиться никаких сколь-нибудь заметных успехов. Напротив, как известно, они потерпели крупные поражения под Гаграми.
На другом участке фронта, на окраине Сухуми, войска Грузии за 3 месяца не смогли продвинуться вперед ни на метр, несмотря на все попытки. Уже много недель они ведут обстрел абхазских позиций и прифронтового села Эшеры, в том числе и из установок «Град». Под огнем довольно часто оказывается и российская воинская часть. Почти все здания в ней уже повреждены, часть разрушена. В первое время российские военные ограничивались предупреждениями. Но сейчас у них есть возможность отвечать огнем на огонь, и при необходимости они ею пользуются. Не так давно российский самолет уничтожил 2 установки «Град». За линией фронта, в самом Сухуми, где нам удалось побывать, дела, видимо, обстоят тоже неважно. В городе больше 2 недель воды и тепла. По словам сухумцев, очень сложно достать даже хлеб, не говоря уже о других продуктах. Кое-что есть на рынке, но цены по местным меркам невероятно высоки, поскольку многие давно не получают зарплаты и пенсии. В городе, кроме того, похоже, до сих пор нет хоть какой-нибудь власти. От очевидцев мы слышали десятки рассказов о грабежах. В такой обстановке немало людей стремится покинуть город. Например, на российских военных вертолетах. С абхазской стороны линии фронта положение тоже непростое, но и не такое отчаянное. В сегодняшней столице Абхазии нет особых проблем со светом, водой и теплом. С продуктами есть, но все необходимое можно купить или достать. Часть продуктов распределяется по очень низким ценам. В Гудауте явно больше порядка, чем в Сухуми. Здесь жителям, по крайней мере, не приходится по ночам охранять свои кварталы от грабителей. А на фронте более успешно действуют абхазские войска. После победы в Гаграх у них достаточно стрелкового оружия, появилась артиллерия и бронетехника. Сейчас ни грузинские, ни абхазские части не проводят операции. Идет перегруппировка сил. Но навряд ли такое положение сохранится долго. Грузия не отказывается от своего желания силой взять Абхазию под свой контроль. Абхазия по-прежнему не намерена терпеть присутствие грузинских войск на своей территории. Найти общий язык им не удается, и пока остается ждать одного – новых боев, на этот раз за Сухуми. Соотношение сил примерно равное. У грузинских войск значительный перевес в вооружениях, но их способность оценивается специалистами крайне низко. В то же время абхазские бойцы, как показала эта война, подготовлены гораздо лучше, а их командиры могут принимать неожиданные и удачные решения. Впрочем, пока еще возможен и другой поворот событий. Политическое и военное руководство Абхазии по-прежнему не отказывается от переговоров с Грузией, а в Тбилиси уже появились заметные политические деятели, которые говорят о необходимости компромисса. Мы находимся в Ткварчеле, шахтерском городе на востоке Абхазии, который полностью блокирован войсками Госсовета Грузии. Сюда не поступает электроэнергия, закрылись шахты, не работают магазины, почта и телеграф. Единственная связь с внешним миром – это рация в штабе и вертолеты российских ВВС, которые доставляют сюда гуманитарную помощь. В блокадном городе начался голод. Горожанам, число которых увеличилось за счет беженцев из окрестных сел, теперь выдают по 200-300 грамм муки в месяц. Семьи, в которых есть маленькие дети, через домовые комитеты получают по баночке детского питания и немного крупы. Готовят еду на буржуйках, которые отапливаются спиленными на городских улицах деревьями. Буржуйки теперь есть в каждой квартире, из-за этого год круглые сутки находится в дыму. Престарелые питаются в гуманитарной столовой, хотя это, конечно, трудно назвать питанием. Власти Ткварчели опасаются голодных бунтов. Единственное спасение, как здесь считают, в скорейшем прорыве. Ехез Ткварчал адуни қогу. Арақа джгиз дырзом имя пыс вақты скварпы. Ау савама телехопшра, радио и тыцома газетква. А информация шақам заара иша таду, иқами нымрацаны ицырнагойд. Ау айрыз дырвам загураргаша. Хлоид очимчир района катакварах. Рапхапья ахаз хахизго арпарца, хайбашца аргуито, рхышым я пырго и лахкарц. Рапхя амшнала крахнаскойд. Хончло каталагания хуихаз айча хасра квериххана, хамашина вақаян хажрак хейд, хамиона хакзон шепала. Адревичный наацфило шоз тамш,
Ануаа рхәы ҳхалеит. Ари аҭыԥ еибашьуа арԥарцәа ирыбзоураны аӷа дыззымиааиуа баагәаран иҟалеит. Иахьазы ақырҭцәа ари ақыҭа џьаҳаным адәыҳәа ахьӡ ҷыдарҭеит. Аӷа иагьа иҽазишәазаргьы илымшеит Очамчыр Иаҟәа имазду амҩаду ахақәиҭтәра. Абар даргьы ампыҵ ахалаҩ изы иԥсцәаҳан игылоуп адгьыл аԥацәа. Араҟа ҳааԥсеит, ҳбааӡеит, аибашьра иалагеижьҭеи маҭәаҩҭәак, фатәык, жәтәык, ҳназҿыхаша ҭаҭынк аӡәгьы ҳзааимгеит, ҳаилыҵит ҳәа ишәӡом. Ас еиԥш иҟоу агхақәа рзы ахы иҭаҳәара хьымӡӷыршьоит. Уахьынтәи иаауа зегьы бзиоуп иаҳҭахуп, аха арахь ҳацхраара макьаназ иахьымӡаргьы егьаурым. Арахь макьана хар ҳамам ҳаҟоуп, ҳацәымшәап ҽаҩ-ҩбахԥа шықәсагьы ҳацхраара ҳмоуӡаргьы. Адырҩаҽны ҳамҩа хан афронт егьи ахырхарҭахь. Зыԥсҭазаара шәарҭ иҭагылаз аҭаацәарақәа абна-мҩала ахәыҷқәеи аҳәсеи ралгара иаҿын. Усҟан ақыҭақәа идызҳәалоз амҩа заҵәала тракторқәагь зныҟәомызт, аҳәынҵәа иауамызт. Аибашьра иркараз аҳәса рхәыҷқәа ргәыдкылан амҩа иқәлар акәхеит, амҩа хара. Аха усҟан амҩа иқәын ҳаибашьцәагь. Цон рҩызцәа ацхраара рырҭарц, аӷа импыҵахалан имаз ақыҭақәа рхы иақәиҭыртәраз. Араионаҿ есымша изҿу еибашьроуп Бедиа, Река, Пақәашь, Паслахә, Мыркәыла Мықә, Лашькьандар, Џьгьарда, Ҷлоу, Ӷәада, Кәтол, Аҭара Тамшь. Згәы кыдгылоз ҳаибашьцәа реиҳабацәа ирзнымгыло аҟынӡа инеихьеит. Зны-зынла акомандаҟаҵара адҵа иазымԥшкәа рхала ажәыларахь ицоит. Аха иааидкылан аибашьра ацәаҳәаҿы ажәыларақәа мҩаԥыргоит еиҿкааны, хәыцны. Ихкоус инапаҿы дхуп, аӡыха уигь дарахь-дрышьҭит, уаҳа уаӡәгьы дааӡам, ихәыҳәа. Мимоза доуп абашла? Мимозагь доуп, егьаҷкәынгьы доуп. Мимоза даба? Уа доуп, нахьинаҿ. Мимоза дарба? Мимоза длеит ҳацыҟоит егь. Ишыжәла? Сҭарԥҳа. Арама кәтума? Араҟа ауаа рылаӷырӡааӡом. Зԥа дҭахаз аб, уи анышә дышнарҭала аҟны гәырҩа змам еиԥш даацәырҵуеит, илахь еиқәҵарала аӡәы игәы каимыжьырц. Убриаҟара ауаа ргәы хахәхахьеит, ишәхьеит. Уи зырдоу, изырҟәандоу ҳәа иҟоу аиааира заҵәык ауп.
Иаха ашьыжьымҭангьы аӷа ҿааихак ҟамҵакәа асистема аградала абра иҟоу Аԥсны ахьчацәа рхырӷәӷәарҭақәа дрылахысуан. Ты же знаешь, где ветерок отсюда? Давай, надави, переверну. Надавил? Да. Все. Потом скажет, СНГ воюет против. А мы командира тоже снятали. Как он кушает? Как он кушает. Нас был грузина. Ацлаку ирылоится, от ацлаку. Ниже взял. Я более чем уверен, что чем больше нас давить будет, тем больше этот дух будет возрождаться, тем больше будут просыпаться гены, тем больше будем мы познавать друг друга, помогать друг другу. И я нисколько не сомневаюсь, что мы победим. Нескончаемая война и проблемы, вызванные ею, послужили причиной проведения в Дауте сессии парламента Абхазии, где обсуждалась военно-политическая ситуация в республике. На заседании было принято постановление о структуре Верховного Совета в условиях военного времени, при котором образованы 4 комиссии по вопросам обороны и безопасности, экономики и социальных проблем, по правам человека и законодательству и по иностранным делам. Решением парламента высшим органом исполнительной власти в республике признан Государственный комитет обороны. Его возглавил Владислав. Все другие властные структуры подчинены ГКО. В соответствии с законодательством сессия лишила депутатских полномочий первого заместителя председателя парламента Тамаза Надаришвили, депутатов Зухбая, Колбая, Гвазава в связи с избранием их в парламент Грузии. Российский военный вертолет Ми-8 после доставки гуманитарного груза и медикаментов в город Кварчал в 16 часов 27 минут взлетел в город Гудаута, имея на борту женщин и детей. Маршрут пролета проходил вне районов боевых действий сторон. В 16 часов 39 минут при пролете зоны, контролируемой грузинскими войсками, в районе грузинского села Лата вертолет был сбит с земли ракетой класса «Земля-воздух», в результате чего вертолет упал и взорвался. Все находившиеся на борту члены экипажа и пассажиры погибли.
Как быть с этим? Если будут напрямую, полная неразбериха команд и полная несогласованность. А получается так, что они раненых не возвращают, а добивают на месте раненых. И трупами их возвращают нам. А как вы считаете, каковы причины неудачи военной операции 5 января? Если говорить откровенно с вами, я бы, честно говоря, не очень хотел бы сейчас отвечать на ваш вопрос, потому что сейчас этим занимается у нас аналитический отдел. Но со своей стороны я хочу сказать, что вот лично мое мнение, война, она всегда складывается из рядов поражений и побед. Вот. И, к сожалению, предусмотреть все, опять же, с учетом того вопроса, что вы мне задавали, вот непрофессиональные кадры не в состоянии были. Ни мы, ни наша беда в нехватке профессиональных кадров, в нехватке людей, которые могли бы в критический момент мыслить по-военному, а не по-гражданскому. И личный состав, конечно, подвел, ну и командиры тоже. Я не исключаю всего этого. Поэтому после того, как будет произведен полностью разбор, и тогда мы уже сможем более конкретно говорить по этой операции. Тревожные сообщения поступают из осажденного города Тхорчал, куда уже более месяца не доставляется гуманитарная помощь вертолетами военно-воздушных сил России. Мы провели необходимую работу для того, чтобы согласовать все вопросы, связанные с доставкой гуманитарной помощи и вывоза беженцев из Тхорчали. А в связи с чем город отказался от гуманитарной помощи в начале вот этой акции? Ну, вы, наверное, знаете, что вертолет, который летел сюда к нам с мукой, с одним из членов правительства и с журналистами, был вынужден сесть в районе, который строится военной грузинской администрации. Одним словом, он был подбит. Люди-то, в общем-то, возмущены, в знак протеста отказались от гуманитарной помощи. Ишиш буйбш, гдота би амшин бугазаджа яха аварас фиюб. Ай бишра фымзын заштаха ялар шахи дақва ялаха ниқоз апсва арах рагра. Все нормально. Давайте наверх. Чтобы схватал.
Вот этих может запустить. Зима в квартире всегда была самой холодной на всей территории Абхазии. Стрелка термометра часто опускается ниже 3, а ночью и до 5 градусов. Если учесть повышенную влажность, то можете представить, как тяжело приходится квартирцам в эти дни. Значительно увеличилось население города. Естественно, это связано с появлением беженцев. Если до войны здесь было чуть более 20 тысяч, то сегодня уже почти 37 тысяч. И все они в тщетной надежде спешат сюда ежедневно к городскому рынку. Что вы купили? Ничего не купила я. Дорого все? Дорого, денег нет. Берут? Нет. Плохо берут? Плохо. А кто ж будет брать? Денег-то нет, пенсии уже сколько? 6 месяцев нет. Ну что брать людям? Так вот крутимся, кто у кого, что как. На продукты меняем тоже. На лобби, на муку, на кукурузу все меняем. Бабуля, извините, откуда дровишки? Из лесу вестимо. Холод, голод, многочисленные лишения. Но в квартире живут и надеются. В Пицунде состоялось расширенное заседание Президиума парламента Конфедерации народов Кавказа. Президиума парламента, в котором приняли участие председатель Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзенбе, начальник Генштаба Вооруженных сил Республики Султан Тасналиев и представители абхазской диаспоры из Турции, открыл вице-президент Конфедерации Денга Халидов. Был рассмотрен вопрос об общественно-политической ситуации на Северном Кавказе в связи с событиями в Абхазии. На этом расширенном заседании Президиума была принята резолюция. Конфедерация народов Кавказа положительно оценивает инициативы парламентов и правительств Российской Федерации и Республик Северного Кавказа по мирному урегулированию абхазо-грузинского вооруженного конфликта. Однако меры, принимаемые ими, считаем недостаточными для политического решения проблемы Абхазии, что дает возможность агрессору продолжать войну. Конфедерация народов Кавказа считает, что Российская Федерация должна воздержаться от заключения с Грузией договора о дружбе и сотрудничестве до разрешения абхазо-грузинского вооруженного конфликта. Со своей стороны Конфедерация народов Кавказа обеспокоена военно-политическими действиями руководства Грузии и готова принять все необходимые меры для защиты народа Абхазии. Конфедерация народов Кавказа считает, что российские войска на территории Абхазии выполняют миротворческую миссию, и вопрос об их статусе и дислокации должен решаться по взаимному соглашению Российской Федерации и Республики Абхазия. Павел Грачев прибыл в расположение российского воздушно-десантного полка в Абхазию, в Гудауту. Здесь, в Вышеградском районе, продолжаются обстрелы российских гарнизонов со стороны грузинских вооруженных сил, порой с применением артиллерии и самолетов. Подтверждаю свой приказ. В случае обстрела, нападения на любую воинскую часть, на любой охраняемый объект российских вооруженных сил, принять все меры по огневому воздействию по нападающим и недопущению захвата любого объекта российских вооруженных сил. Командирам подразделения приступить к принятию военной присяги. Я нарушил данную мою ненависть и брезжение моего народа. Кара закона времени.
Я, Тополян Альберт Гаспарович, гражданин Республики Абхазия, вступая в ряды ее вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть дисциплинированным, храбрым, честным. Приняв присягу на верность Республике Абхазия, сегодня в Абхазскую армию влился отдельный армянский мотострелковый батальон имени маршала Баграмяна. Сформирован он армянской общиной Абхазии. Так, закрываем это. بوران دينو زريو وسخمتان من عبارة يشتخني دكتة وشتا هاش كنت شوية تسخط خطي لو كاما Оттуда ты не достанешь до белого ангара. Давайте ведите наблюдение. Если необходимо, скажите мне, я открою огонь. Давай, кассету быстро. Давай, Чабук, лягушка. Автомат трогай тут меры. Сядь! Кто там бежит? Что ты делаешь? Давай, бегом. Да иди отсюда, вот ты наши рядом, я к нему хочу. И так пятерых потеряли. Давай, меняй сюда, чувак. Вон наши сидят. Ой, сладкие, вон там тоже сидят. Там же нету, какого хрена там же наши. Чуть дальше. Мы должны говорить не о поражении наших войск, а о неудачной попытке наступления. Но сам факт того, что мы предпринимаем одно наступление, следующее наступление, настойчиво ищем путь к освобождению нашего родного города, говорит и о нашей силе, и о наших возможностях. На войне, как на войне, не всегда бывают только одни победы, бывают и поражения, бывают и неудачные наступления. Мы не можем и не имеем права падать духом. Борьба с фашизмом будет продолжаться. Мы сделаем все необходимые выводы из нашего наступления. И я глубоко убежден в том, что победа будет на нашей стороне. В течение 2 дней в Пицунде проходило совещание представителей национально-демократических и общественных движений республик Северного Кавказа, краев областей Юга России и Абхазии. Эти встречи определили
когда будем проводить съезд народов Юга России и Северного Кавказа. Самое главное это то, что казачество и представители народов Северного Кавказа объединились в борьбе за урегулирование взаимоотношений на Кавказе и недопущение дальнейшей эскалации напряженности. И все фактически присутствующие признали казачество как народ во всех его правах и полномочиях. Ичкау прапхапи атан батальонге. Араqa амшялагуит азепш псаха акургуларала. Айбешра адбаджа солдатша ахам япгаши ахасши ирзаман шалахарц исмша гупгупла ачазагазраквир хасвит. واحد رفيق وشما نو ريزا تانكا تشك حمل نو عرفونا عن حجوز يعني حجرة دو حق شموي دي بنا بزر مطور بشن رابخشت بيخنر تسينر كنا براح رسرد قلو شو تكون سا؟ سجون دخون دشتبه بالإنسان بالخوشتي أنت عايش شو قد كمان ده أنا خليجي بيخاف نزا نزا خليجي زي كتول في بروما كتول يا أجمل سرد ده يا توم كتب القرآن تيجي حلو نخزن تيجي أجمل تيجي حلو من شرط سوي دروازة بس Ордер рядовой сценарий Владимир Константинович был по вашему приказанию. Стоят в ожидании пахоты кукурузные поля, ждут весенние подрезки, чайные плантации. А тем временем доблестные соколы грузинской авиации перепахивают мирные села Ачимчирского района. Только за последнюю неделю марта на села Чимчирского было проведено 3 воздушных налета. Сброшено более 25 авиабомб. Разрушено более 40 домов. Наконец-то, после долгой, холодной и снежной зимы, в Абджирскую Абхазию пришла долгожданная весна. Весна надежд, тревог и забот. Смысл заключается в том, что после 3 дней плодотворной работы мы познали друг друга, мы высказали наши отношения в российско-грузинских отношениях, в частности, в абхазской проблеме, грузино-абхазской проблеме, свои мнения. Я должен сказать, что мнения не всегда совпадали, но мы конструктивно старались идти к обоюдному согласию. В течение сегодняшней ночи российской стороной был отработан еще один документ, который называется «Протокол переговоров правительственной делегации Российской Федерации Республика Грузия», который мы передали на рассмотрение грузинской стороны. И сейчас условились этот протокол рассмотреть. С нашей стороны там 3 вопроса мы считаем не до конца отрегулированными. Первый вопрос – это полный вывод с территории лаборатории Эшера, военной части, которая... Второй вопрос – юридический статус
той военной части, которая находится в Гудаутах, в районе аэропорта Бамбора. И третий вопрос, мы считаем это очень важным вопросом, что с южной стороны границу российско-грузинскую должны защищать подразделения грузинских пограничных войск. 345-й полк, как часть, предназначающаяся для охраны эвакуации, временно до полного урегулирования конфликта, когда можно будет беспрепятственно оставшимся воинским частям, а также членам их семей жить, работать и взаимодействовать с грузинскими вооруженными силами. Это первое. Лаборатория Ишера является уникальным государственным объектом Российской Федерации, который подлежит в настоящее время консервации и охраны. Поэтому вывода в настоящее время российских войск с территории лаборатории, на наш взгляд, тут речи быть не может. Вот и завершились официальные переговоры правительственных делегаций России и Грузии по урегулированию взаимоотношений двух государств. Переговоры завершились подписанием протокола. Тут уже ничего не исправишь, тут уже все. Что мне камера? Мне камера нужна. Ой-ой-ой. Ну все, ничего нет. Все. Баба, баба здесь. Нет, нет, она... Верховного Совета Республики, правительства, от себя лично, приветствовать делегации Российской Федерации и Республики Абхазия, прибывших в город Майкоп на очередной раунд переговоров по поиску путей урегулирования грузино-абхазского конфликта. Мы как бы продолжаем, выполняя посредническую роль, диалог со сторонами в конфликте. Думаю, что и эта встреча готовит нас к тому, чтобы сделать исключительно важный шаг. Провести трехстороннюю встречу, сначала, может быть, на уровне экспертов, для того, чтобы тогда, когда у нас возникнет серьезный, солидный проект документа, предложить его на рассмотрение главам государств в формате московской встречи, которая проходила 3 сентября 1992 года. Предложенный нам документ, над которым мы сейчас совместно с российской делегацией работаем, станет той основой, которая позволит привести к миру в Абхазии, если на то будет добрая воля грузинской стороны. Для многих россиян вооружение в Абхазии в конечном итоге сводится к формуле «не русские бьют не русских, и нам нет до этого дела». Между тем, поток дерьма, которым, собственно, и является любая война, уже унес жизни 2000 человек, наводнил Россию оружием и наемными убийцами. 14 августа 1992 года грузинские войска вошли в столицу Абхазии для наведения порядка.
Порядок обернулся мародерствами, грабежами и убийствами. Жертвами были абхазы. Спустя 2 месяца фильм ужасов повторился с точностью до малейших деталей, но уже в Гаграх. Жертвами были грузины. Так эта война начиналась. Суждено ли увидеть ее окончание? В поисках мира в Москву приехал Эдуард Шеварднадзе. Дошедшая до братоубийства независимая и суверенная Грузия во всех своих войнах и бедах обвиняет имперскую Россию. Но всякий раз, доходя до черты экономического и политического краха, она вспоминает про Россию демократическую. Такой стереоскопический взгляд в Грузии распространили и на войска бывшего Закавказского военного округа. Те 300 солдат, что остались на абхазской стороне, превратились в наглых агрессоров. Те несколько тысяч, что оказались на грузинской, стали просто гостями, хотя и не очень желанными. Наглых агрессоров сбивают и бомбят. Гостям объявляют благодарность и дают премии, не забывая время от времени бить их по зубам. За 92 год около 20 человек погибло в Грузии российских солдат, которые находились при исполнении долга. Насколько я знаю, до сих пор ни один случай нападения на российские войска не был расследован, и лица, виновные в этих убийствах, не были наказаны. Как будет на этот раз? Я имею в виду события в Кутаиси. Я думаю, что нам не надо предъявлять сейчас на данном этапе, во всяком случае, претензий друг к другу. Пусть уходят войска сегодня же, так сказать. Мы хотели и сейчас хотим создать нормальные условия, так сказать, в условиях цивилизованных отношений решать вопрос о выводе частей русской армии, российской армии. Ну, бывают инциденты, бывают такие трагедии, события, к сожалению, от Кутаиси. Ну, в Кутаиси, кстати, ни один русский воин не погиб, погибли ребята, которые, так сказать, вошли туда. Я имею в виду события в горе. Ну, события в горе тоже надо сейчас прояснить. Как бы то ни было, многомерность грузинского взгляда на окружающий мир обеспечивает гибкость и убедительность внешнеполитического курса страны. Но одновременно с головой выдает слабое место грузинской дипломатии и ее советское происхождение. Во главу угла она ставит интересы государства, полагая, что все остальное, в том числе и человеческие жизни, и второстепенное. В цивилизованном мире давно уже исповедуют иной подход. Высшей ценностью здесь полагают жизнь человека. В Боснии во имя спасения людей международное сообщество, в том числе и Россия, пожертвовали, казалось бы, такими священными понятиями, как целостность государства и его суверенитет. В конце концов, эту иерархию ценностей декларируют оба проекта новой российской конституции. Короче говоря, накануне переговоров с Грузией российская дипломатия и самую мощную и выгодную позицию из всех, она когда-либо занимала, выступая в качестве миротворца. Более того, в руках России был действенный рычаг политического давления. Грузии, как воздух, необходим договор с Россией. Он открывает ей двери к 200 миллиардам рублей кредита, к российскому рынку и к оружию, оставшемуся на складах российской армии. Без всего этого ни грузинскому парламенту, ни его председателю не одолеть двух всесильных крестных отцов Грузии – Китавани и Иоселяне, страну на сферу своего влияния. Поэтому формула урегулирования представлялась четкой и простой. Сначала вывод грузинских войск из Сухуми, что было бы самой надежной гарантией прекращения огня, затем мирные переговоры и только после этого межгосударственный договор между Россией и Грузией. В итоговом коммюнике встречи Ельцина и Шеварднадзе от этой сильной и честной позиции осталась только тень. Обещание прекратить огонь с 20 мая. С точки зрения России, брать на себя обязательства огня нелепо. Российские части в Абхазии не воюют. Абхазы же прекращать огонь никому не обещали. Они это сделают только в том случае, если грузинские войска покинут их столицу. Может ли Россия заставить абхазов замолчать? Теоретически да. Но почему, стыдясь оказывать политическое давление на Грузию, Россия должна оказывать такое давление на Абхазию? Что же касается межгосударственного договора, которого так добивался Шеварднадзе, то его подписание обещано в ближайшем будущем, возможно, уже в июне, правда, с оглядкой на успех мирного регулирования в Абхазии. Эту формулировку коммюнике в Грузии будут толковать однозначно. Обещали договор, давайте. Словом, зафиксированные в итоговом документе уверения сторон добиваться урегулирования только политическими средствами со стороны России звучат неискренне. Она этими средствами до сих пор пользоваться не научилась. Состоялась встреча председателя Верховного Совета Республики Абхазия Владислава Ардзенба с Эдуардом Брунером, на которой глава абхазского парламента подробно проинформировал личного представителя генерального секретаря ООН о положении в Абхазии и видении руководства Республики Абхазия о путях мирного урегулирования вооруженного противостояния между Грузией и Абхазией.
При этом Владислав Ардзинба заявил, что сегодня, вслед за прекращением огня, грузинская сторона должна приступить к немедленному грузинских войск с территории Республики Абхазия. В свою очередь, лично представитель генерального секретаря ООН проинформировал руководство Абхазии о целях своего приезда. При этом Эдвард Бруннер подчеркнул, что главная задача – это подготовка противоборствующих сторон к политическому диалогу на высшем уровне при посредничестве Организации Объединенных Наций. Сегодня мы впервые в нашей истории присваиваем звание генерала двум нашим военачальникам. Первым генералом Абхазской армии по решению Президиума Верховного Совета Абхазии стал исполняющий обязанности министра обороны Абхазии Султан Сосналиев. Славного сына кабардинского народа, который вместе с нами защищает нашу Родину. Служу народу Абхазии. Столь же высокой чести удостоен Сергей Платонович Дбар, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия. Служу Республики Абхазия. Скажите, удовлетворены вы визитом, этой маленькой краткой беседой, и стал ли Азии ближе после бесед в Тбилиси и в Гудауте? Ну, будем надеяться, потому что мы и там очень четко дали понять, что Россия больше не может мириться с продолжением огня, и мы будем жестко настаивать на восстановлении прекращения огня и создании механизма его гарантированного невозобновления. А уже вопросы статуса, естественно, Абхазии и так далее, все вопросы, это уже будет решаться в ходе переговоров, но это надо делать в мирной обстановке. Но Козырев дает твердые гарантии, что Россия использует все свое влияние для того, чтобы заставить Грузию выполнить соглашение о прекращении огня. Надо использовать все влияние, насколько я понимаю, для решения вопроса о полном выводе войск с территории Абхазии и прекращении войны. Потому что прекращение огня всякий раз используется для наращивания силы. Очередная акция по доставке гуманитарного груза блокадный Тхорчал прибыла в наш город. Я знаю. Пять месяцев целых хлопочем, чтобы сесть на это, и никак не можем попасть в вагон. И вот уже что сделаешь, что сделаешь? Каждый человек голодный ходит, разве так? И все это Шеварднадзе, спасибо ему, чтобы ему так дети так жили, как мы вот сейчас живем. Давайте, мои дорогие. Молодцы, дай Бог. Все жарко, чтобы все было благополучно. Если Бог нам поможет, мы пройдем эту трассу в обратном направлении. Остались, конечно, еще желающие выехать. И если мне доведется, я приведу эту колонну сюда еще раз. И столько раз, сколько надо спасти.
Кварчал. Специально для абхазского телевидения Анатолий Шони с помощью оператора Рамина Каджая. Мы категорически требуем от Верховного Совета правительства Республики Абхазия не идти по пути половинчатого решения нашего вопроса, ибо оно не может привести к трагическим последствиям для народа Абхазии. Время уступок прошло, ни шагу назад, за нашу любимую родину, за нашу Абсны. Там ни окон, ничего нету, а дверь от ворот стоит. Это там рвется. Горит в комнатах. Сами постели, сами диваны, сами кровати. Все как указано здесь. Генеральный штаб Донбасса. Ага, Джей. Голубинская ссора. Там считаешь? А это не романзей, да. Да их нет. Корабль военный Рашман. Военный корабль наш Цалаш. Займаншални, алейта баржайт, яку за боеприпасы, я прохит. Хараджершин, а группа отсхарарас. Нас, я гурихи рахзалы, гуахартинчи. Кшавах, она биквы досаат, хуберзы. Айча хасра, айча хасра. Газо. Сазары, сычман даши. Сабсата. الشيخ خوش حردر راح تاخذ. Володя сексу срипа потом смхал. شاش خذوه. خلينا في خبز خذوه. بكرت بزوج من دوسه. شغل ما مزقعره. هاي شكل الله كنت نيتا وعريس قردنا الله جاي إذا خلص الخيط سجل من واد الشيء يشاس الزواج في السكيج وقاس بكوب. А Беларусь тут не махнешь говорит на зале. Вот поселок, вот 100. Я там знаю. Валерий, арта شمش خمش بجارة شعتان قش قشوي. شمش خمش بجارة شباح قخيتا ويتتصدق. مكان يقولوا بجسد كوي يقولوا شباح قخيت. Нельзякс бейштанк жгета شمش بجارة, да? شمش بجارة شباح قخيت.
Это правда, что это трофей у тебя? Трофей. Откуда? На Архунске. А, с самого Арху? Да. Когда взяли? Когда мы взяли... 6 лет тому назад. 2 числа. За 18 минут, да? За 18 минут Ну, потом я пришлось газал. отойти, потому что в окружение попадали. Так что... А сейчас какая у вас задача, ребятишки? Держать оборону. Сейчас Защищать пока мы Абхазию. держат оборону, вот сейчас стараемся второй раз на Арху. Как они пойдут, мы тоже пойдем. Нормально? На 12 часов 11 июля после захвата населенного пункта Ахалшени, Каман, Шрома вышли на северные рубежи города Сухуми. Сейчас в настоящее время идут за захват господствующих высот с севера. Окончательная цель – окружить город, выйти с северной стороны и уничтожить противника. С каждым днем ожесточенные бои севернее города Сухум приобретают все более масштабный характер. Перебрасывая на Шромское направление дополнительные силы, грузинские войска вот уже сутки безуспешно пытаются оттеснить абхазские формирования с господствующих высот на левом фланге Гумистинского фронта. При этом у населенного пункта Ахалшени на горе Апянда заблокировано подразделение грузинских войск. Активно применяется артиллерия. Проект соглашения о прекращении огня в Абхазии с поправками парламента Грузии только сегодня представил абхазской стороне прибывший в Гудауту личный представитель президента России Борис Пастухов. Он имел встречу с руководством Верховного Совета Республики Абхазия. Идет такой обычный, нормальный рабочий процесс, связанный с согласованием последних моментов проекта этого соглашения. У меня есть поручение огласить обращение президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. Сегодня, 27 июля 1993 года, в Сочи подписано соглашение о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля за его соблюдением. Россия исполнена решимостью содействовать достижению этих целей. Скорейшей разработки сторонами соглашения о полномасштабном политическом урегулировании в Абхазии. Сегодня в Сочи проходило очередное заседание Объединенной комиссии по урегулированию в Абхазии. В ходе заседаний была заслужена информация о выполнении плана графика разъединения сторон и вывода грузинских войск с территории Абхазии. Представители грузинской и абхазских сторон доложили о продолжающемся отводе артиллерии и бронетехники, что было подтверждено наблюдателями временных контрольных групп. Заслушан был также вопрос о заседании рабочей группы по военным вопросам и безопасности, которое состоялось 11 августа в городе Сухум.
Члены Объединенной комиссии утвердили план и график разведения и вывода войск. В соответствии с этим планом к 10 часам утра 14 августа, то есть завтра, территорию Абхазии должны покинуть подразделения грузинской армии и формирования и отдельные лица, воевавшие на абхазской стороне. К этому часу на позициях останутся только местные вооруженные формирования. К 10 утра 14 августа начнется их развод, и к 12 часам 16 августа все воинские подразделения обязаны находиться в согласованных сторонами определенных районах. Хочется отметить, что именно на 14 августа намечен полный вывод грузинских войск с территории Абхазии. Именно в этот день, год назад, грузинские войска вероломно вторглись на территорию суверенной Абхазии. Сегодняшняя инспекционная проводилась она на высшем уровне. Членами объединенной комиссии проводилась с двух сторон и по линии соприкосновения. Мы можем сегодня констатировать один факт, и факт довольно важный для нас в этой работе, о том, что и той, и другой стороной работа ведется работа очень активная. Можем констатировать однозначно одно, то, что с абхазской стороны полностью выполнен график. Значит, то, что касается грузинской стороны, здесь мы не можем сказать о том, что выполняются те условия, которые были предусмотрены, так сказать, графиком и планом. Нам некуда идти назад. Мы будем до конца стоять, до тех пор, пока не стабилизируется все, мы не докажем, что мы те же самые люди, которые мы хотим мир, и те же самые люди в каком смысле сейчас, что мы никогда не будем ущемлять, но тех виновных мы будем наказывать. Это будет мирный договор или как, но наши войска в конце концов должны стоять на границе ПСО, и надеемся мы на своих танках через Гудводу дойдем до Лесолидзе, ПСО и займем, восстановим границы Грузии. И главной темой было выполнение соглашения, которое было подписано в городе Сочи. Абхазская сторона неукоснительно следует условиям этого соглашения. К большому сожалению, грузинская сторона фактически сорвала выполнение этого соглашения, но мы надеемся, что благодаря посреднической роли России, которая является в то же время гарантом этого соглашения, условия этого соглашения будут выполнены. Мы еще раз сегодня убедились, что очередной срок, который уже грузинская сторона сама установила, это опять он сорван. Несмотря на то, что партнеры по переговорам и пока мы старались добиться какого-то окончательного решения, консенсуса, в принципе, так и не смогли этого сделать. Силы, которые заинтересованы в том, чтобы
законные органы власти не вернулись в Сухум, на 9 число как раз они наметили и 9 числа провели митинг. И на этом митинге протащили, значит, такие лозунги, что вот не допустим, так сказать, возвращения абхазов в Сухум. ქართველები გადიან, გახყავთ, იქ არაჩერებენ, გაგრენენ ბარადაშა. აქაც არ გაგაჩერებენ, არა. გაგრის ხალხი, გაგრაში თუ ვერ შედიან. სხვაში ჩამწვის ჩვენი თავრობა. ეს პარლამენტი რომოვა, ახალცეთის პარლამენტი რომოვა. ისე გაგიხდის საქმე, ისე გაგიხდის საქმე. وجدي حريز وادرولا يعني خنيق وبري أبراقوا بس إني جبا راقرة هتانكوا إني جا راقرة أرتيليريا ناس واجي بس خنسكوا راقرة أبجرسكوا أو عن خني يقو. وشمشيرت بفرونت جتغلا زاشي زبشرا. وشمشيرت بفرونت زاشي حي ساري تشجخود وانزي بدروت ماشيني يخس خن وزبي خاجي أتانك الله يخسي تكتي يلا خسي. وبرتار تخنيكا كورزة جوشمشيري يزرقني وبرأي قلوب مكان وانت أجي أكرم قدستا. شتا يكم كويبام كان زي زخلص في عزمشت زي كشعات ركوز قبرجز حروا يجير تخرخرت كوز يجرلا يبشي شر على دد بيات حالا يجلي. وجه ساعات يبغى بساعات كوجاب خبري هات حيوكسن أبرا أقوى أكلا كلا حروا مكانه أخسر كوسي ماجي بزنك ينت خسروا بيقو خمكانه يقول تنشرب خيقة تجوز جرسوا ناس إشيل هرقاوة. ريجولر ميبغاني شكارلا يمكن تسرقلك زين حيبش في أنركل يدوان زتس خس خبر وديو بحيب خد ذكرت كورة بخد بالخروغورتك يا خي عمتم ناس جات خمزر قلب الرخب زكوان كامو بجولر شتوزه حرا خراب خد بيمش حيبش شوكجارة دربشيد حرا حال شوي يقلب حر ويجيها هجرايم جوزر خشيورنادي نبذ جابسو سرجقوت حيحز يشر على نظام ويرشحت ودي خدبي أمش يتسيب شيخا تخرج جو بيالم شيد جو مستا أتصحى أكسرة يويبشم جرخ كلا من الفكر كوي جوابيت كوي نالت نريت صحى أغادي يخسون ويلت شو الشرا إجبويت يخا إزليلا حكازلا أكرت كوي رتشجان بين بي كوي بي أمين الفكر في بي ورتيرتارتسو أسنريات كوي رتشنا أي بشري بشروب حروا جرخت بيقو بتخازي أخرى زوزي أخي قايش تسيتسوي تجوغرة حمو بيارلسنا الشارع حوبها أبرتوي مش زينرت با أوبراتور الدرزة. Гена, позови их там, если кто сидит, а?
этот дом закинул его. Да, вон ты. ياخذ ازازه درقمه شواش Да. Вот по объездной дороге. Дорогие соотечественники, я обращаюсь к каждому гражданину нашей республики. Последние события показывают, что наступил критический час в истории нашей Родины. Грузинское руководство, которое не желает прекращения войны, строгого выполнения Сочинского соглашения, объявило всеобщую мобилизацию. В этих условиях мы должны все как один встать на защиту нашей священной Родины. Камбаш будет, камбаш. Абат. Пошел. Прохтук сандил. Ай бог. Тимур, я Виталий, слушаю тебя. واش واخا غوطبة تسلاوت واش واخا غوطبة تسلاوت واحد شاجر بس احسن Комбат чекается, остановить надо. Давайте. Пошли. Вперед. По улице Азаркинцы, где мы идем. Сейчас все нормально. Кому надо 5,45 патронов?
سرا اي بشخنزه والسوداتو جنرالزو خبرت وش بانا جو عرفة حنقوله من نقيت حنقابشنا تحت خزر يعني نقول انت حمزة ابا سويت شو سمزه ابريت كمان جيب شبرتريب اريد احكي تحذركم اريد سويزه يو هارزن باكا ابرتاش كنت شو اباش قزاز اباش ايه بشس ابس نرخزر حرده قصه Патроны еще понадобятся. Оскар бзени айт уже шаришь больше. Да. Хакалак тарчит. Уже да амиюклы. Я говорю, что он хайо гигит отступ. Али Восточный фронт ده على حيبونا. حواقن زحنيرو. رياض صحاب شيء. لا صحاب مش حق سكت. تبشر. ايه هاكلك زيجو. Хочу говорить, чтобы все ребята дошли, чтобы больше не было потерь. Лайлак. Это кажется, вот так надо тянуть, и оно пойдет. Наши как я тоже дома положил его. Да. Вы сами стояли. Сейчас в течение 2 часов соберем, подготовимся. Карту там заряды хорошие. И поедем.
Я думаю, что он стоит в походной колонии, на Чебару надо выходить. Тогда может... На Чебару я уже вышел тогда. Оба-на! Азия будет! Айна! Гоу! Гали! Заго! Фотал шере! Эрак шабаху дайте! Ай, Кузьма! Волчок ты, волчок!